Сейчас подождем Тимофея и начнем. А вот Тимофей на месте, то есть можно начинать. Так, всех приветствую. У кого есть вебки, тогда приглашаю для большего интерактива. Всем привет. Привет, привет. Всем хорошо слышно? Да, все нормально. Отлично. Так. Антон, у вас со звуком проблем нету никаких, да? То есть все нормально? Нет, никаких проблем, нормально все. Слышно, видно. Ага. Антон, у вас все слышно, видно? Все good? О, здравствуйте. О, здрасте. Отлично. Так, ну супер. Тогда сегодня что мы рассмотрим? Так. Первая тема – это как арендовать сервер для ноды индексера. То есть на прошлом воркшопе мы рассматривали, что существуют в экосистеме заграф ноды, как и в любом другом блокчейне, называются индексеры. Они производят непосредственно индексацию данных. И мы рассмотрим сейчас достаточно в сжатом виде, как арендовать под него ноду, как это делается, на каких сервисах. То есть нода будем арендовать в удаленном дата-центре. Следующая тема – это знакомство с таким инструментом, как Subgraph Studio, с инструментом, как Graph Client консольным. И также разберем типы данных в блокчейне, которые будем индексировать. Заключительная тема, самая объемная, это введение в разработку сабграфов. Итак, сейчас включу трансляцию экрана. Как она тут включается? Сейчас найду. Угу. Share screen нам нужна кнопка. Ага, вот, все, отлично. Так, кнопка на месте. Соответственно, как арендуются сервера под ноды? Есть такие сервисы, которые дают доступ к серверам в дата-центрах в разных странах мира. То есть мы рассмотрим две штуки, например, contabo.com. Я там арендовал лично для разных нод сервера, в том числе за ноду Aptos, допустим, за участие в тестнете данного проекта. Мне заплатили $2200. То есть заняла активность примерно полдня. То есть в чем суть была? Ставишь ноду, и команда проекта тестирует нагрузку на сеть, на свой блокчейн, как она выдерживает эту данную нагрузку, как она справляется с большим количеством транзакций, насколько хорошо там валидируются блоки. Это все прогоняется на тестовой сети. Если все хорошо, соответственно, данный блокчейн выпускается в mainnet, то есть в основную сеть. Но где-то команде компании, которая создала блокчейн, где-то нужно брать эти ноды, которые будут в разных точках мира разбросаны. То есть самый простой путь – это найти людей, которые разбираются хотя бы базово в командной строке, в блокчейн-разработке, и попросить их за потенциальное вознаграждение поучаствовать в этом тестнете. То есть люди участвуют, и, соответственно, если блокчейн качественный, команда серьезная, то можно рассчитывать на достаточно серьезное вознаграждение.
Соответственно, чтобы нам запустить ноду mainnet в нашей экосистеме ZGraph, можно арендовать сервер вот на таком ресурсе. Например, если мы хотим арендовать сервер за 4 евро 50 центов в месяц, то есть достаточно недорого, нажимаем на эту кнопку View All Cloud VPS и видим примеры серверов, которые нам дадут арендовать. То есть желательно арендовать хотя бы с 6 или 8 виртуальными ядрами. Ну, чем больше мощность, тем лучше. Но по соотношению цена-качество где-то посерединке нормально. То есть, допустим, мы хотим, к примеру, арендовать за 14 евро в месяц данный сервер. Нажмем на кнопку Select. Нам подгружают срок, на который мы будем арендовать. Его можно продлевать каждый месяц, поэтому логично оставить 1 месяц. Регион, то есть, например, мы видим, что для разных регионов разные цены, либо же это наценки, я уже не помню. Это setup fee, наверное, комиссия, которую вы платите за установку. Например, выберем просто European Union, то есть без комиссии, и нам выдадут рандомную страну. Если мы хотим какую-то другую страну конкретную, можно выбрать, например, Австралию. Соответственно, нам в австралийском дата-центре на сервере выдадут участок, процессорные мощности и какое-то количество места на жестком диске. Например, нам нужно 1 терабайт, 200 гигабайт. Вот. Это бесплатная опция, за все остальные нужно доплачивать. Далее идет выбор операционной системы. Обычно блокчейн, приложения и, соответственно, ноды устанавливаются на сервера с операционной системой семейства Linux. В частности, Ubuntu 20.04 самая популярная. Можно проапгрейдить до 22. Но, в принципе, некоторые блокчейны позволяют и на Windows сервере работать. Но лучше выбирать Ubuntu. Соответственно, вам выдают юзернейм и пароль, который вы сами задаете, для того, чтобы подсоединяться к серверу по протоколу SSH. То есть мы, допустим, ищем команду SSH access to server, то есть доступ к серверу по SSH. И по первой же ссылке нам выдаст готовую команду, как это делать. То есть я не чекал эти ссылки, они могут быть не очень валидными. Но вот DigitalOcean достаточно серьезная компания со своими дата-центрами, вот у них должна быть эта строчка. Вот, соответственно, эта команда. То есть вы запускаете командную строку, у Windows это CMD. То есть мы уже трансляцию все видим, что я открыл командную строку. Здесь проблем никаких нет, правильно? Нет. Отлично. И вставляете по протоколу SSH remote username – это ваш юзернейм на удаленном сервере, к которому вы коннектитесь. Например, обычно дефолтный – это root. То есть root – это самый корневой, самый главный администратор. И дальше идет IP-адрес доступа к серверу. Например, 192, 168, 3, 4. И после данной команды вас попросит командная строка ввести пароль, вы его вводите, и все. Из вашей командной строки вы сидите на удаленном сервере. То есть вот как это осуществляется. Достаточно просто. То есть здесь есть еще Object Storage, такая опция, нам она не надо. Можно настроить сетевую конфигурацию. Вот в пункте 7. Можно дозаказать себе аддоны, то есть backup space, сервер менеджмент подключить, разные инструменты мониторинга, то есть будет некая борда, где будет функционирование вашего сервера отображаться, параметры его функционирования, вы можете их в режиме реального времени отслеживать. Вот. И, соответственно, сертификаты. Это
не принципиальные такие опции. Главное это выбрать операционную систему, задать логин и пароль и выбрать storage, то есть место на жестком диске. Все, у вас готова готов ваш сервер, есть к нему доступ через командную строку, и, соответственно, вы можете устанавливать туда граф индекса ноду, привлекать стейк и получать за это награду. Соответственно, на GitHub The Graph это все есть, но здесь очень много нюансов. В принципе, если вам интересно, вы можете сами это пробовать пока что, но эту тему мы будем проходить не скоро. Вот, потому что она достаточно объемная. Вот, что конкретно на сегодня мы вам предложим. Вот, то есть только что мы разбирали вот эту вот часть нашей экосистемы, как с ней управляться, граф нода. А сегодня основная тема это SubGraph Developer. То есть и в него еще можно включать такую вещь, как разработчик веб-приложений децентрализованных. То есть SubGraph это прокладка между граф-нодой вот этой и децентрализованным приложением, веб-приложением. Оно вот на этой диаграмме обозначено как DAP. То есть SubGraph, он посередине между вот этим вот пантеоном и вот этими вот туннелями. Вот он вот здесь. То есть запросы проходят через SubGraph, индексер или граф-нода извлекает запросы из блокчейна, пропускает через SubGraph и отправляет к децентрализованному приложению. То есть сейчас мы перейдем к теме, получается, следующей, это SubGraph Studio. Но перед этим, возможно, Евгений захочет провести 5-минутку повторения, спросить, что вы помните с прошлых воркшопов. Евгений, есть у вас такая готовность сегодня? Поспрашивать ребят. Ну, в целом, да, мне было бы приятно, так сказать, спросить у них, что такое делегатор. Возможно, Антон желает составить мне компанию. Антона не слышно, да? Вы слышите Антона? Да, Антон, я сейчас вам напишу в чат, вас не слышно. Что-то, наверное, с микрофоном. Ну ладно, вот, сейчас должно быть слышно. Вот, Антон включил микрофон. Все равно? Нет, все равно не слышно. Значит, что-то с наушниками. Ну, главное, что Антон, я считаю, что главное, что Антон нас слышит хорошо. Антон, вы же слышите нас? Кивните. Все, тогда нормально. Но желательно, чтобы вы настроили, конечно, ну, если есть возможность быстро это сделать, чтобы у вас как-то звук заработал, чтобы было интереснее просто этим вечером время проводить. Вот. Тогда, я думаю, у Тимофея есть звук. Да. Тогда, может, Тимофей... слышно, да? Да, вас хорошо слышно. Вот у нас только у Антона что-то с микрофоном, к сожалению. Что такое делегатор? Да. Кто такой? Ну, делегатор это тот, кто как бы дает свои токены, типа граф. Ну, то есть он дает им индексаторам, чтобы они выполняли свою там работу или что-то они с ними делали. Ну, типа. Ну да, в целом... вклад. Ну, вклад. Как это правильно сказать? Инвестиции. Да, в целом такая вот схема есть.
Еще я хотел уточнить. Ну, Антона пока не слышно, да? Да, Антона пока не слышно. Ну Ну, ладно. получается, что только Тимофея будем пытать. Получается, что да. Ой-ой. Да, Антон, у вас еще видеотрансляция пропала. Ребята, вы видите видеотрансляцию Антона? Нет. Я телефон Хорошо. был звук. О, у Антона появился звук. Да, Я вас, кажется, слышал. Я тоже, по-моему, услышал. Да. Все очень плохо. Я буду с вами общаться через телефон, потому что у меня почему-то микрофон не хочет работать нигде. Ну хорошо. Смотрите, Антон, если у вас будут вопросы, вы тогда просто переходите в телефон и задавайте с телефона. А на компьютере вы можете одновременно смотреть трансляцию и общаться с телефона? Так получается? Так, я могу сейчас попытаться расширить все себе. Сейчас я буду... Я никогда не пользовался. Есть такая функция в Windows, я знаю. Я не знаю, как она работает. Сейчас я быстренько проверю, как она работает. Ай, классно, хороший вечер, мне нравится. Ничего страшного. Если ты можешь Так, новая попытка. Антон, подключайтесь по видео и будем начинать тогда с обграфа. Если просто текстом пишите вопросы, если какие-то Так, будут. а вообще не слышно меня или очень плохо слышно? Хорошо Сейчас слышно. вообще классно. Сейчас хорошо слышно. Было. Окей, это еще другие наушники. А, Так, видеокамера. Камера. Так, ура. Все, отлично. Да, переходим к нашей основной теме. Это Subgraph Studio. Сейчас Никита включит свою трансляцию и покажет такой инструмент, как Subgraph Studio. То есть, соответственно, открывайте свои браузеры на компьютерах и входите в кошельки MetaMask. Сейчас Никита вам сбросит ссылку на Subgraph Studio. Нужно будет открыть ее в своем браузере и подсоединить к ней MetaMask. Сейчас Никита покажет на трансляции, как это все делается. Так, значит, для работы с Subgraph Studio нужен MetaMask. Его можно установить как расширение в браузере. То есть, вот, это у меня установлен. Можно в него зайти. Так, вот. И затем мы приходим на сайт Subgraph, и здесь есть опция Subgraph Studio. Приходим в нее. И здесь можно создавать, редактировать и просматривать созданные Subgraph. Вот это, например, у меня они уже созданы, один из них уже существует в сети Arbitrum, вот видите, один задеплоен, а один существует еще в виде черновика. Так, чтобы создать новый Subgraph, можно нажать на кнопку Create Subgraph, выбрать какое-нибудь название, например, сам Subgraph. Так, ну, если это имя доступно, если оно еще не занято, то все окей. Создаем Subgraph.
Соответственно, ребята, у всех получилось подключиться к Subgraph студии? То есть все нормально? Ну, у меня да. Отлично. Вот здесь У вас, Антон? У вас, Антон, получилось? Так, я открыл дэшборд. Значит, у меня первое, что вылетело, это запрос подписки. Я так понимаю, мне все это подтверждать? Да, вы можете, смотрите, Антон, если у вас есть какие-то проблемы, вы можете нажать на кнопку Share Screen, она внизу трансляции слева. Да, я понял. Да, и протранслировать нам экран, что вы видите, если у вас не получится подсоединить MetaMask к Subgraph студии. Так, окей. Ну нет, я так понял, что у меня все в одном окне, поэтому как бы они просто предлагают подписаться, и все будет окей. Да, то есть, когда подпишетесь, вы скажите, отобразилась ли у вас борда сама, или там могут быть какие-то глюки. Мы тогда их будем фиксить. Admail, адрес. Блин, я не помню, какой адрес я пользовался. Каким. Смотрите, вы указываете любой e-mail, абсолютно, Окей. а туда придет код подтверждения просто. Ок. Да, вот пока Антон получает код подтверждения для доступа к Subgraph студии, пару слов, что такое Subgraph студия. Это просто визуализация в браузере функционирования вашего Subgraph. То есть веб-инструмент, чтобы не возиться с консольной строкой, не смотреть, какие данные подкачивает Subgraph из блокчейна, для нужд какого-либо веб-приложения придумали вот такой инструмент в браузере красивенький, где вы сможете это все видеть. И Никита вам, соответственно, если мы успеем сегодня, но, скорее всего, нет, уже на следующих воркшопах покажет, как в лайв-режиме Subgraph закачивает данные с ноды индексера и осуществляет их поставку и отображение. То есть, соответственно, вы можете видеть здесь статус нашего Subgraph, то есть под колонкой статус, вот это черновик. Драфт, это Slack, то есть это он создается из названия, его можно скопировать, и также deploy key, вот, его тоже можно скопировать. Здесь он представлен в сокращенном виде, но это при копировании он уже копируется в полном виде. Здесь в верхнем правом углу мы видим это хэш кошелька. Вот. То есть это значит, что кошелек уже подключен. Вот. Можно его отсоединить и присоединить к какой-нибудь еще кошелек. Sweet Wallet. Здесь display name, его можно поменять, можно написать какое-нибудь описание. Вот. И здесь внизу представлены еще команды для того, чтобы с этим Subgraph работать. Здесь можно установить, во-первых, командную строку для работы с графами, graph clean. Вот, ее можно установить с помощью NPM, либо же с помощью Yarn. Вот. Давайте установим ее с помощью NPM. NPM уже у всех стоит, я так понимаю. Вот. Да, ребята, у всех стоит NPM, файловый менеджер. Устанавливали его через одну строку. У вас, Антон, стоит он? Так, я хочу плакать, я хочу себе еще несколько мониторов, чтобы вообще просто не вздаваться. У меня просто, вроде как у меня огромное, там 13, по-моему, дюймов или сколько. Я все равно пытаюсь вглядываться и еле что-то вижу, жесть. Еле что-то видите? Это очень круто, конечно. Лучше даже в 3 даже больше. Вон у меня телек сзади есть, надо его как-то подключить, я буду на огромной плазме смотреть вообще, как что-то делать. Да, на телеке тоже, почему нет? Так, снова нужно включить. NPM. Сейчас нужно будет установить командную строку. Никита, давайте, может, проверим версию NPM, которая установлена у ребят, просто чтобы убедиться, что у них та версия, и потом ошибки не фиксировать. И, может, так будет лучше сначала. Почему бы нет? Проверьте эту версию NPM,
npm-v. Вот, у меня стоит версия 10.5. Вот. Ну, там, в принципе, особо не важно, какая версия. Может быть и более старая. Также можно еще проверить версию Node.js. Node версия. У меня стоит 20-я версия. Ну, можно также использовать 18-ю и 16-ю. В принципе, будет работать без проблем. Так, еще теперь есть занимательный вопрос. Лучше, я так понял, я только что проверил, мне этого нет. Тогда вопрос. Я могу создать виртуалку на Linux, и лучше его на Linux ставить, или я могу, у меня просто Windows. И на Windows лучше, я так понимаю, этим не пользоваться, или пофигу? Можно и на Linux, можно и на Windows. Какой стоит Linux? Ubuntu? Я Ubuntu я поставлю, да, у меня есть один из этих виртуалок. Почему бы и нет? Ладно, короче, пока что, я так понимаю, быстрее всего сейчас сюда закину. Потом... Ну, если у Антона будут ошибки на Ubuntu, мы тогда, я думаю, поможем ему их зафиксить, если это будет не сильно занимать много времени. А Понял, если тогда лучше туда воткну. Если будет... Не, на Linux лучше. Если вы можете работать на Linux, то это предпочтительнее. Мы просто выбрали Windows, чтобы это было, ну, как сказать, более общее, понятно, что ли. Вот. Поэтому, если вы можете на Linux, я думаю, что можно попробовать. Почему и нет? Никита, вы согласны? Или лучше на Linux? Да, Linux. Отличный выбор, отличная операционная система. Linux это сила, да? Да. Так, ну, значит, мы установим командную строку с помощью npm install graph протокола. Давайте подождем Антона, чтобы Тимофей и Антон же одновременно все делали. Да. Антон, вы уже готовы ставить npm? Wait a second, please. Запускать с любой папки? Стоит Антон? Это у вас. Если это в Windows нужно установить, то это сайта node.js, просто там нужно скачать. Я уже все ставлю, я уже все достал, я уже все делаю. Сейчас я... Ну, на Windows это что там, 3 кнопки сделал, у меня все... Окей, сейчас я отдельное разрешение ему выдам. Действие разрешить. Что? Да, 3. Ладно, пофигу, разберемся. Так, теперь... Ну, пока Антон ставит npm, здесь можно еще отметить, что соответственно, что мы будем делать? Share screen. Так, вот, в нашей SubGraph студии для инициализации SubGraph нам нужно указать стандартные параметры, такие как имя, его описание, ссылку на исходный код, на какой-либо GitHub, например, и ссылку на сайт, если SubGraph целесообразно создать веб-сайт. Соответственно, следующие шаги, чтобы нам задать наш SubGraph, мы будем устанавливать такой на консоли инструмент, как GraphClient. То есть это клиент на нашей машине, который будет выполнять все операции по инициализации SubGraph, по его модификации, конфигурации и
всем необходимым действиям с ним. И, соответственно, с нашей клиентской машины будет осуществляться деплой нашего сабграфа, и он сможет функционировать децентрализованно на блокчейне. То есть весь смысл в чем? То, что нам не нужно будет держать нашу машину включенной, чтобы он работал, как, например, любые веб-сервера. То есть все, сабграф задеплоился на блокчейне, он функционирует, он выполняет все, что нужно, то есть служит необходимым связующим звеном между блокчейном с одной стороны и, соответственно, приложением с другой. То есть блокчейн у нас изображен здесь по центру, а децентрализованное приложение сверху. То есть, соответственно, что за остальные элементы мы видим на данной иллюстрации? Это смарт-контракты, программная логика, которая исполняется на блокчейне, и с ней мы тоже будем работать. То есть у каждого токена, например, если мы берем какие-то данные по токену, у него есть смарт-контракт, программная логика, по которой он будет функционировать. Соответственно, данные поставляются и обрабатываются, и именно структурируются с помощью языка структуризации, мета-языка и визуализации данных GraphQL. Он здесь изображен слева. Соответственно, и с помощью него, вот мы видим, от граф-ноды идут через него запросы и поставляются в веб-приложению. Вот. Ну, пока этого достаточно для базового понимания того, что мы делаем на данном воркшопе. И, соответственно, я думаю, что у Антона уже получилось установить NPM, как я понимаю. Я смотрю, у меня открылась виндовсовская этот самый PowerShell, короче. И он мне ставит вообще все. Я просто кликнул что-то типа установить все необходимое дополнительное. Я такой, да, чтобы не париться. И у меня тут уже строк, наверное, больше 1000. Я такой, да ё-моё. Никита, а нам же PowerShell не надо, нам нужно именно CMD, потому что в PowerShell вроде бы у нас граф-клиент не работает как нужно, насколько я помню. Да, это мы пробовали. Это лучше использовать стандартную Windows командную строку. То есть лучше запустить CMD, и из него тогда все делаете. PowerShell не рекомендуется. Я запускал все изначально из CMD-шки, но он почему-то запустил отдельно себе на установке PowerShell. Какого типа? Ничего страшного. Антон, вы можете показать нам трансляцию экрана, мы посмотрим, что у вас происходит. Может, мы как-то сможем ускорить процесс. Ну, если это целесообразно. Если вы считаете, можете зашерить экран, мы скажем, если что, там, как оптимизировать. Кстати говоря, у меня... Я просто... Мне только что все выдало, что у меня все XS. Я такой, типа, Enter, все хорошо. Я такой, окей, закрыть. Открываю еще раз CMD-шку. Опять пишу npm-версия. И мне пишет, что NPM не является такой командой. Какого фига? Покажите лучше экран свой, потому что так сложно. Так, GeForce. Так, share screen. Да, там внизу самая крайняя кнопка. Значит так, вот отсюда я это скачал. Потом, значит, я не самыми тупыми махинациями это запустил. Здесь я протыкал, так, стоять, что здесь было? Вот это вот я не трогал, это я оставил как было. Типа, потом я вот автоматически, короче, установить все необходимое. Я такой, окей. Это не надо отмечать, не надо. Ну вот, я подумал, что это хорошая идея. Никита, вот этот же чеколейт, его не надо отмечать, не обязательно. Не, мне кажется, он не может особо так увидеть сильно. Так, и сейчас получается...
npm version. Windows, да, ну вот. Вот, кстати говоря, вот я вам только показал, у меня все заработало. Ладно, все работает. О, видите? Да, оно так бывает. Да, в этом и суть. Как бы. Если бы не показали, мы бы еще как бы висели здесь. А так, Не, в ну этом вообще в Windows обычно требуется перезагрузка компьютера, а здесь не потребовалось. Я очень сильно во время уника ломал себе систему, я ее не ресетал, поэтому, скорее всего, ей уже все равно. Ну, окей. Ну, хорошо, что у вас получилось, тогда можете выключать Я свою могу трансляцию, скидывать. Да. и Да. мы тогда продолжим устанавливать граф клиент. Так, значит, я шарю тогда этот экран. Так, ну, теперь нужно будет установить, нужно зайти в Graph Studio. Так, у вас уже кошелек присоединен уже, да, получается? Или еще нет? Ну, у меня все есть. Опять же, Ага. могу показать. У меня уже все готово. Окей. Баланс 0, настройки баланс 0. Да, Антон, покажите, зашарьте просто, чтобы мы убедились, что у вас все нормально. Так. Просто, ну, буквально на 5 секунд. То есть, вот я тут в два экрана пытаюсь сидеть половину. То есть, вот как бы... Все Я нормально. Это того, что это привязано, все окей. Тимофей, у вас тоже, вы видите все команды вот эти, все нормально. Да, все есть. Очень здорово. Спасибо. Было Все, тогда прячьте свою трансляцию, будем продолжать. Все супер. Так, тогда создавайте свой заграф, там с помощью кнопки Create заграф. Так. Заходите на вкладку My Dashboard и Create Graph. Ну, здесь какое-нибудь имя, там можно типа Антон Граф, там Тима Граф, любой абсолютно. Да, какой вам нравится? Желательно Ну, я себе написал first subgraph, нормально. Да, или subgraph тоже будет норм. Так, я прикрою форточку, что холодно стало. Ничего себе, хоромы. У меня тут до стены, блин, рукой подать. У меня тут вон вообще тут 2 метра. Нет, какие 2 метра? Вот я дивана касаюсь. Так, все. Сейчас станет тепло, можно продолжать работать. И ваш граф уже должен отобразиться на дашборде в виде червяка. То есть здесь сейчас ничего не добавлять, никаких URL, ничего не надо, ничего сюда копировать не надо, просто буквально сейв. Только название. Это все остальное можно потом отредактировать. Да, оно опционально, то есть, не обязательно это добавлять. Ну вот, у меня созданный, например, MyGraph, и он уже, как бы, его можно даже увидеть уже, там, в списке. Всего здесь уже около 2000 сабграфов. И вот, например, если здесь в поиске ввести MyGraph, так, то можно его увидеть уже. То есть он уже опубликован, задеплоен и индексирует какой-то блокчейн. Вот. Да, то есть это Никита показывает уже готовый сабграф, который он разработал, задеплоил и, главное, опубликовал. То есть, да, то есть сделал публичным. То есть он видит в Explorer. Да, то есть здесь вот если видеть черновика, то они еще не опубликованы, а вот те, которые со значком какой-нибудь сети, например, ну в данном случае Arbitrum One, то эти сабграфы уже опубликованы, и они индексируют какой-нибудь блокчейн. Так, как там у вас дела? Это появился у вас уже?
Да, Да, Рашид? да. Так, ну теперь можно по нему кликнуть. Теперь давайте установим эту командную строку GraphCli. Так. Создайте еще какую-нибудь папку для вашего сабграфа. Папка dev или папка blockchains, что-нибудь такое. Или graphs. И установите командную строку с помощью вот этой команды. Ну, эти же команды, они есть вот в правом нижнем углу Subgraph Studio. Ну, соответственно, вы устанавливаете консольное приложение, то есть Никита его называют командной строкой, то есть графовская командная строка, то есть в которую зашиты все команды, которые можно с ней использовать. Вот. Да. Мы потом вас еще познакомим с полным их перечнем, он очень обширный, то есть это такой мультифункциональный инструмент, который позволяет осуществлять полную конфигурацию вашего сабграфа. То есть вы можете менять там что угодно, то есть все в вашей власти, грубо говоря. То есть вы можете его кастомизировать максимально, насколько позволяют опции блокчейна это делать. Затем, после установки этой командной строки, мы можем инициализировать наш subgraph с помощью команды graph init. Ну, если командная строка не установлена, то эта команда не сработает. Если уже установлена, то с помощью этой команды создадутся уже несколько папок для этого проекта, в котором уже будут определены запросы для получения каких-нибудь данных из блокчейна и также там другие всякие вспомогательные папки. Так, ну вот, скопируем эту команду. Так, ну, это команда строка у меня уже установлена. С помощью команды graph init мы создадим, собственно, проект для графа. Так, ну и здесь появляется выбор опций, что мы можем индексировать, какой протокол, или Airwave, или Эфир, или NIR, Cosmos, или Substreams. Вот. Ну, можем выбрать, например, Эфир. А можете посмотреть, вот я типа установил, у меня вот так. Да, так, сейчас. Я скинул. Угу. Я что-то не то. Так, возможно загрузить. Это вы, наверное, с помощью PowerShell, да, вот эти команды выполняете? Да. Нет? Угу. Да. Да, ну, это мы сталкивались с этой ошибкой. Ну, это если выполнять как администратор, почему-то она выводится. Если запустить PowerShell просто не как администратор, просто как обычный пользователь, тогда все будет окей. Или же запустить просто стандартную командную строку Windows. Так, я надеюсь, на твой вопрос ответили. А теперь на мой вопрос. Я вроде как же правильно поставил линку, то есть, типа, условно C-диск, папка dev, ну, типа, я же правильно указал? Да. Что-то не то указал. Потому что я что-то открыл папку и такой, типа, так, что-то должно же измениться, а в ней ничего не изменилось. Антон, вы сразу можете транслировать экран, чтобы нам быстрее въехать в вашу ситуацию. Просто мы один раз посмотрим и сразу вам скажем. То есть здесь на слух может Так, значит, не очень вот. хорошо. Вот это вроде как выглядит хорошо, как бы предупреждение, но вроде все окей поставлено. Просьба, я так понимаю, обновиться до более актуальной. Нет, Да. Никита, продолжайте. Так, вы хотите перейти на диск какой-то дэтом или что? Это, ну, то есть,
У меня есть только один диск, и это C-шка. И Ага. вот как бы по факту я же указал, то есть C-шка, C. Бля, я двоеточие, по-моему, не поставил. Да. И у меня куда он, потому что он грузил тогда его. Ладно, чё. Вопрос отпал. Окей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Как так? Как? Тимофей, как у вас дела? Вот с этой вашей ошибкой все прошло нормально? Ну, ща я вроде пытаюсь, у меня просто, если я не ошибаюсь, у меня сама винда установлена, типа, изначально с администратора. Вышлите скриншот, что вы видите, мы посмотрим, что у вас. Тогда... Просто... Ошибки или как бы... Нет, ну просто что... так, Антон скинул свой. Ну, чтобы нам видеть, что у вас все нормально. Да не, я же говорю, у меня просто, типа, сама винда установлена от имени администратора. Я просто не знаю, как зайти не через него в консольную. У вас получилось установить граф-клиент? Или вот эту ошибку вы не преодолели? Которая... Не преодолел. Преодолели? Нет. Это ошибка, если зайти с помощью администратора. Да, но у меня же просто, я же говорю, у меня сама Windows, типа, у меня изначально права администратора. Типа, как у меня не отдельная учетная, у меня администратор. Сделайте скриншот, пожалуйста, вашего рабочего стола всего. Просто на print screen нажмите и вставьте в Telegram. Ctrl-V. Что там будет? Просто, проще... Стола просто? Пустого? Нет, ваша команда... откройте командную строку и вместе с рабочим столом, чтобы мы видели полное окно. Понял, сейчас. Тогда, видимо, придется создать какого-то пользователя, наверное. А у меня просто, когда ноутбук устанавливал, если создавать пользователя, там интернета нету, я не знаю. Мне там пытались... Пускай Тимофей скинет скриншот, сейчас посмотрим, что у него. Сейчас. Отправил. Так, смотрим. Смотри, так, Никита, Тимофей у нас сидит через PowerShell, оказывается, а не через CMD до сих пор. Нет, да. То есть это ошибка, если выполнять от имени администратора. Тимофей, зайдите в меню «Пуск», нажмите на лупу и введите там CMD, 3 латинские буквы. Так у меня, я же говорю, у меня сразу от администратора, если даже CMD вводить. Хотя, подожди, если я... Нет, попробуйте и покажите, что получится. Просто попробуйте. Сейчас. Даже если у вас нет веб-камеры, вы можете шерить нам свой экран. Нажмите внизу слева на 3 точки или внизу слева на кнопку зеленую и share screen. Даже если у вас нет веб-камеры, вы можете это делать. Да, так я же просто со стационарного, а сам на ноутбуке. Вот так. Телеграм, у вас Телеграм на одном компьютере, а командная строка на втором? Да. Сейчас, секунду, если так сделать. А если просто на том компьютере, где Телеграм вещает, открыть командную строку? Так.
Так, можно тогда вопрос, пока тут разбирается Тима? Я сделаю фокус-покус, потому что у меня все работает. Ура, наконец-то. Так и должно быть. Так. Это, Антон, вы сейчас стримите, правильно? Да. Так, NPM. Да. Угу. Я просто решил не запариваться с, как называется, дистром. Короче, со ссылкой того, куда это устанавливается, и просто ставить так. Мне тут просто отписало, что как ты можешь это найти для деталей. Я такой, окей, я буду тогда просто этим пользоваться, потому что мне впадло заморачиваться. Я проверил, на установку, я так понял, она установилась, все окей. Тимофей, у вас получается застримить? Или пока нет? Если туда CMD. Подождите, не так быстро. Медленнее. Просто CMD и ничего не нажимайте. Закройте эту командную строку. Вы сейчас открыли командную строку, закройте ее, пожалуйста, вот эту вообще, чтобы ее не было. Угу. Наведите мышкой на поиск в строке пуск. Введите CMD и ничего не нажимайте. Стоп. Никита, смотри, что есть у Тимофея. Командная строка, Node.js, Command Prompt, Install additional tools for Node.js. То есть... Ну, хорошо, теперь аккуратно наведите мышкой на командная строка, на строку, и кликните. Так, что будет? Microsoft Windows. Это же не PowerShell, правильно, Никита? Это обычная командная строка. Вот. Да, и теперь можно пробовать выполнить из нее команду. Сбросьте тогда команду, наверное, в чат. Лучше, где Workshops. В ветку Workshops. Потому что мы так общий чат, он не совсем для этого. Тут отдельная ветка у нас есть для воркшопов. Так, да. Здесь где переходим? Так, сначала нужно установить командную строку. Сейчас скину. Все. Сейчас копируйте команду Никиты из ветки Workshops в Телеграме. Идите в Телеграм. Да, вот это. Угу. И копируйте, посмотрим на выход и будем заканчивать. Еще, Никита, надо посмотреть на название сабграфа, который Тимофей создал в граф-студии. Может, название не совпадает. Выше поскрольте. Поскрольте выше. У него другой. Да. Тест сабграф. Да. Тест сабграф вводите. В командную строку, да. Командную строку открывайте, и вместо истерграф, который вам Никита выслал, вводите тест сабграф. Я понял. Да, посмотрим на выход. Если не пройдет, тогда... Нет, с большой буквы. Все как в граф-студии. Сохраняем регистр. Если не пройдет, тогда на следующем воркшопе будем разбирать вашу ошибку, которая у вас появляется. Граф. Enter. Хорошо, тогда предлагаю на сегодня завершить, уже поздно. Вот. И на следующем воркшопе тогда продолжим разработку нашего сабграфа. Мы только вот самые-самые начальные стадии с вами сегодня освоили. Домашнее задание будет, я думаю, мы выложим на днях, что-нибудь придумаем. Все, тогда не будем вас перегружать. Следующую инфу по следующему воркшопу выложим.
когда он будет. Всем спасибо за участие. То есть, мы думаем проводить меньше по времени, но чаще. Сейчас будет такой подход. Я думаю, так лучше. Вот. Поэтому хорошего всем вечера. То есть, всем хорошо отдохнуть. И завтра... Взаимно. Да, взаимно. Всем пока. Всем пока. Пока, ребята. До свидания, Тимофей, Антон. Спасибо за участие.